Здравствуйте! Это журналистское расследование сделано совместно с коллегами из школы районной антикоррупции. Сегодня расскажем о том, как директора бурятских муниципальных унитарных предприятий совмещают работу в муниципальных учреждениях и бизнес. В Бурятии работают десятки унитарных предприятий. Их создают региональные или муниципальные органы власти, например, чтобы вывозить мусор, отапливать школы и детсады, подавать людям холодную воду или снабжать их лекарствами. Эти предприятия, во-первых, регулярно получают бюджетные субсидии, а во-вторых, должны зарабатывать деньги для государства. Работу этих предприятий регулирует федеральный закон номер 161 о государственных и муниципальных предприятиях. По нему руководителям МУПов и ГУПов запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и владеть недвижимостью за рубежом. Иными словами, им нельзя иметь статус индивидуального предпринимателя или быть директором коммерческой компании, то есть управлять ею. Можно заниматься только педагогической, научной или творческой деятельностью. У них есть еще более жесткое ограничение, и им нельзя быть даже учредителями этих компаний. Почему, собственно, для них такой запрет введен? Собственно, для того, чтобы они могли в какой-то степени, можно сказать, объективно, исполнять свои обязанности как директора МУПов, потому что они, собственно, это государственные и муниципальные предприятия, которые должны, собственно, постоянно зарабатывать деньги. И если у них будет еще некий параллельный бизнес, а очень часто так бывает, что их собственный бизнес по тематике, и очень сильно пересекается с бизнесом, условно, государственным. Это нужно для того, чтобы у них не было различных соблазнов оказывать какие-то преференции своему бизнесу в ущерб государственному бизнесу, поскольку основная их задача – зарабатывать, условно, деньги для государства, для муниципалитета, который является учредителем этих компаний. Что грозит такому директору муниципального унитарного предприятия в случае, если он еще и имеет бизнес на стороне? Закон, собственно, однозначно трактует такую ситуацию, это увольнение с занимаемой должности. То есть если, даже независимо от того, какую позицию он занимает в компании, либо он директор, то есть он управляет коммерческой компанией, либо он всего лишь ее учредитель. Мы нашли 7 директоров республиканских МУПов, которые, невзирая на существующие запреты и ограничения, успешно совмещают муниципальную работу и личный бизнес. Андрей Яровой стал директором МУПа «Гархон» в Заиграевском районе республики в мае прошлого года. Муниципальное унитарное предприятие оказывает жилищно-коммунальные услуги, поставляет тепло, горячую воду и электричество школам, детским садам и другим учреждениям района. Помимо этого, согласно данным ЕГРЮЛ, Яровой в 2013-м учредил фирму. Называется она «Специализированное предприятие Илькинское». Компания учреждена пополам, предположительно, с братом Яровым Антоном Михайловичем. Общество с ограниченной ответственностью тоже занимается ЖКХ. Например, вывозит и захоранивает мусор Заиграевской центральной районной больницы. Иными словами, Яровой стал управлять муниципальным унитарным предприятием, будучи учредителем специализированного предприятия «Илькинское». Он не вышел из состава учредителей фирмы и совмещает работу в МУПе и бизнесе уже больше года. Насколько мы можем судить по открытым источникам, МУП Ярового не заключал каких-либо контрактов с фирмой Ярового, по крайней мере, на сегодняшний день. Следующий нарушитель работает директором МУПа в Яравнинском районе. Называется это предприятие Яравнинское многоотраслевое предприятие ЖКХ. Цингуев руководит им с 2012-го. МУП оказывает услуги по отоплению, холодному водоснабжению и вывозу ЖБО налоговой службе, Следственному комитету, судебным приставам и многим другим. На сайте закупки ГОВ у МУПа под 200 контрактов. В отличие от Андрея Ярового, предпринимательской деятельностью Цингуев занялся недавно, в конце октября 2020 года. Он зарегистрировал свое ИП. Предприниматель Цингуев занимается розничной интернет-торговлей, а еще арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Почему директор муниципального унитарного предприятия, решив стать бизнесменом, не уволился со своего поста, неясно. Вера Герасимова 4-й год занимает должность директора муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Бабушкинская».
и уже 6 лет является учредительницей фирмы «Надежда», которая занимается физкультурно-оздоровительной деятельностью. Кроме этого, по данным ЕГРЮЛ, Герасимова владеет долей в другой фирме – ООО «ЖКХ Клюевская». Предприятие производит пары горячее водоснабжение, то есть оказывает те же услуги, что и МУП. Более того, и МУП, и фирма ЖКХ Клюевская зарегистрированы по одному адресу – Бурятия, Кабанский район, город Бабушкин, улица Пролетарская, дом 5. Юрий Николаев руководит муниципальным унитарным предприятием ЖКХ «Кабанский район», которое создано в конце 2018 года. Он стал директором осенью 2020. С августа 2014 он руководит своей фирмой в селе Кабанск. Компания Николаева ЖКХ «Кабанская» зарегистрирована по тому же адресу, что и МУП, и занимается тем же, что и унитарное предприятие. Производит пар и горячую воду. Фирма Николаева активно участвует в государственных закупках. Взгляните, у компании в 2020-м было несколько контрактов с Кабанской ЦРБ, отделом МВД и противопожарной службой района. Всего фирма Николаева за 6 лет существования заключила по 200 контрактов на 40 миллионов рублей. А МУП, возглавляемый им менее чем за год, получил десятки контрактов. МУП поставляет тепло управлению капитального строительства правительства Бурятии, местным налоговой и прокуратуре. В отличие от предыдущих героев нашего расследования, у Андрея Елсуфьева случился конфликт интересов. Он возглавил МУП, жилищный коммунальный комплекс Баунтовского и Венкийского района в 2012 году. На тот момент Елсуфьев имел сразу 3 фирмы – Баунт, Баунтэнерго и Сибирь. В первой он и учредитель, и директор с 2011 года. Во второй, созданной в 2005, он только учредитель. В компании «Сибирь», созданной в 2004, Андрей Елсуфьев – учредитель, а с 2018 года еще и генеральный директор. 2 фирмы Елсуфьева зарегистрированы по тому же адресу, что и МУП – село Богдарин, улица Баунтовская, 144. Мы выяснили, что в 2016-2017 годах между МУПом жилищный коммунальный комплекс Баунтовского и Венкийского района было заключено 24 контракта с ООО «Сибирь». Причем все они составлены в один день, 30 декабря 2016 года. МУП покупал у ООО «Сибирь» дизельное топливо, бензин, масла и другие технические жидкости. Сумма каждого контракта – 1 миллион рублей. Таким образом, МУП купил у «Сибири» ГСМ на 24 миллиона рублей. Любопытный факт. Со стороны фирмы документы подписывает Людмила Плотникова, а не Елсуфьев. Она представлена в договоре как генеральный директор ООО «Сибирь». Однако сути нарушения этот факт не меняет. Учредителем «Сибири», согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, всегда был только Андрей Елсуфьев. Значит, он заключил 2 дюжины контрактов со своей же фирмой. Мы видим, собственно, прямое не просто нарушение запретов ограничений, да, а мы видим как раз следствие того, что запреты ограничений были нарушены. Когда господин Елсуфьев сначала не вышел из состава учредителей компании «Сибирь», да, первое, что он нарушил, и как следствие он, соответственно, наверное, он, как мне кажется, не смог устоять от соблазна и заключить контракт со своей собственной фирмой. То есть это уже был некий прямой конфликт интересов. Это как раз очень показательная история, почему запреты и ограничения, почему их нужно соблюдать. Да? Потому что некая такая превентивная мера для того, чтобы не случилось более условно серьезного какого-то правонарушения. Я, проанализировав контракты этого Елсуфьева, поняла, что он очень любит красивые ровные цифры. Он заключил порядка 20 контрактов на поставку ГСМ, и все по миллиону. К сожалению, МУПы у нас заключаются по 223-му, по 223 федеральному закону, да, и там довольно скудная, к сожалению, представлена информация именно в части закупок, и мы очень многие моменты в плане, как формировалась цена, очень часто с кем он конкретно заключил контракт, почему он заключил именно с этим поставщиком, мы, к сожалению, это видеть не можем, то есть у МУПов это некая серая зона, то есть если это была какая-то администрация местная, она бы заключала контракт уже по 44-му закону, и мы бы все эти вещи увидели, потому что информация, она более доступна. Вот. С МУПами, к сожалению, в этом смысле сложнее, поэтому почему он делал именно так, но об этом как бы знает только он.
Следующий нарушитель закона о государственных муниципальных предприятиях Юрий Саплин. Он руководит МУПом «Жилищно-коммунальное хозяйство Каменское» с осени 2019 года. МУП занимается сбором и обработкой сточных вод в поселке Каменск. У Юрия Саплина есть еще собственный бизнес. Фирма называется ООО «Коммунальные услуги». Она создана им в 2014 году. Компания производит пар и горячую воду. В государственных закупках фирма в качестве поставщика не участвует. Кому Саплин поставляет тепловую энергию, неясно. Алексей Ефимов руководит муниципальным унитарным предприятием «Водсервис» в городе Кяхта. МУП создан в конце декабря 2017 и занимается забором и очисткой воды для питьевых и промышленных нужд. «Водсервис» сотрудничает с Кяхтинской ЦРБ, таможней, детскими садами и школами Кяхтинского района. Ефимов также руководит своей собственной фирмой «Спецмонтажстрой». Она создана в 2010-м и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Например, недавно фирма директора МУПа отремонтировала систему отопления в Центре социальной поддержки населения. Мы с вами нашли в Бурятии почти с десяток директоров МУПов, которые владеют фирмами, причем которые занимаются абсолютно идентичной деятельностью, что и эти МУПы. Что вы можете про это сказать? Более того, очень часто даже эти компании называются одинаково, то есть они учреждают, условно, свои компании, которые называются точно так же, как и их МУПы. А зачем? Чтобы вообще никто ничего не узнал? Слушайте, не то, что не узнал, просто если мы говорим, скорее всего, о том, что их деятельность, деятельность этих компаний как некие сиамские близнецы, да, возможно, это условно какой-то, возможно, это какая-то история по сохранению некого бренда, да, потому что у МУПа есть уже некий бренд, все знают, что, условно, этот МУП занимается городским, условно, хозяйством, и, соответственно, назвать, собственно, точно так же компанию, это, такая, мне кажется, такой довольно хороший ход. Почему директора МУПов, зная о таком запрете и таких ограничениях, тем не менее зачастую нарушают это требование законодательства и владеют еще какой-то фирмой, да еще и не одной? Они намеренно не соблюдают этот закон, или они по незнанию его не соблюдают? Как это можно объяснить, на ваш взгляд? Мне кажется, что здесь, наверное, имеет место и как первая мотивация, да, так и вторая. Первая мотивация, условно, представьте, у человека был какой-то либо бизнес, и ему предложили возглавить, условно, муниципальное предприятие. Он, собственно, первая история по незнанию, забыл оттуда выйти, не успел оттуда выйти, да, потому что процесс выхода он тоже, на самом деле, не быстрый. А вторая история, что, собственно, наверное, как большинство чиновников России, присутствует некое легкое чувство безнаказанности, да, то есть когда человек думает, что да я нахожусь в каком-то отдаленном районе, условно, Бурятии, да никто там в жизни никогда не будет проводить мониторинг, и никто это никогда не увидит и не заметит. Более того, да никто еще об этом не знает, да, что такие запреты, ограничения существуют. То есть мне кажется, здесь у каждого своя какая-то индивидуальная причина. Но условно никто на самом деле не мешает перевести такое предприятие, не знаю, переписать на свою супругу, либо супруга, да, на своих детей, либо каких-то доверенных, либо знакомых лиц. Почему, собственно, люди это не делают, это очень такой интересный вопрос, на самом деле. А вот вы говорите переписать на близкого родственника, а насколько здесь есть или нет конфликта интересов? Например, жена этого директора МУПа будет руководить этой фирмой. Что им мешает, придя вечером домой, договориться о чем-то эдаком? А здесь у них уже будет, соответственно, другое некое, не то что запрет, да, здесь тоже будет некое ограничение, да, которое законодательство накладывает. Здесь уже вступит в силу положения конфликта интересов, да, когда чиновнику, условно, либо директору МУПа нельзя принимать никакие решения в отношении компаний,
которые подконтрольны его близким лицам. То есть здесь есть некие такие... То есть законодатель пытается максимально оградить чиновника от таких противоправных, условно, действий. С одной стороны, он ему запрещает сразу заниматься бизнесом, но если он пытается переписать свой бизнес на кого-то, то здесь уже вступает в силу положения о конфликте интересов. Другой вопрос, что перечень этих родственников, да, в отношении которых может быть конфликт интересов, он недостаточно широк. Ну, например, там нету, допустим, племянника, либо какого-то там еще более дальнего родственника. То есть он ограничивается довольно близким родством. И это такой некий условный лаг в законодательстве, да, некая дыра, которой, собственно, можно воспользоваться, но я думаю, ей довольно успешно пользуются. Заявление в прокуратуру Бурятии по всем фактам нарушения федерального закона о государственных и муниципальных предприятиях подавали юристы Transparency International в рамках собственного проекта «Книга жалоб». Вы, кстати, тоже можете туда анонимно обратиться и сообщить о нарушениях. Вот какие ответы мы получили от бурятской прокуратуры. Заместитель прокурора Баунтовского района сообщил, что в начале этого года с директором МУПа Андреем Елсуфьевым трудовой договор из-за конфликта интересов расторгнут. Главе Баунтовского и Винкийского района внесено представление. Прокуратура Кабанского района по нашему заявлению сейчас разбирается сразу с 3 нарушителями 161-го федерального закона – Верой Герасимовой, Юрием Саплиным и Юрием Николаевым. Учредителем муниципальных унитарных предприятий в Бабушкине, Каменске и Кабанске ими являются главы этих поселений. Леониду Селиверстову, Василию Левину и Алексею Сокольникову внесены представления об устранении нарушений. Те же самые последствия представления прокуратуры наступили и для глав Заиграевского и Еравнинского районов Бурятии, а также для мэра города Кяхта, которые наняли на работу Андрея Ярового, Цидинжапа Цингуева и Алексея Ефимова. Мы позвонили нескольким нарушителям федерального закона. Вот какие ответы мы получили. Алло. Алло, здравствуйте. Могу ли я услышать Андрея Михайловича Ярового? Нет, он не работает здесь. А он больше не директор МУПа? Нет. А когда он уволился? 17 числа. А почему он уволился, вы не знаете? Ну, вы это с ним переговорите, узнаете по собственному желанию. 17 июня, да, уволился? Совершенно ничего не совмещаю. Это было еще до МУПа. У нас было организовано, есть такая была у нас служба, РУК, региональная управляющая компания РУК, создавала вот эти УО, ЖКХ, Клюевская ЖКХ, создавала эта управляющая компания. Так? Мы, значит, я как бы была там директором, да, в этом. Затем я увольняюсь 30 июня 2017 года оттуда, СУО Клюевская. Я увольняюсь, так? И 1 сентября 2017 года создается МУП, я ухожу работать в МУП. Но... Просто мое упущение в том, что я не учредителем, не ушла учредителем, не вышла из учредителя. Ну да, конечно. Я как-то упустила, вот это мое упущение было. Второе, ООО «Надежда», да, когда я стала, оно создано было до МУПа, ООО «Надежда» предприятие. И когда создали, значит, и МУП, я потом увольняюсь с «Надеждой», и там другого директора у нас это видно, что другой директор теперь. А учредителем также, вот просто, понимаете, ну как-то вот, не знаю, почему получилось, что учредителем я осталась и вышла. Ну, есть такое упущение мое. И сейчас я решаю этот вопрос, выйти учредителем из ООО «Надежды». И из ООО ЖКХ «Клюевская». А Клюевская, я даже не представляю, как сейчас я выйду оттуда. Я с удовольствием ушла оттуда. Его же не существует предприятие, оно не функционирует вообще. Это, я еще раз говорю, что создавал РУК, РУК обанкротился. Вы можете нам рассказать, как так получилось, что вы работаете и там, и тут, и не вышли из состава учредителей своей личной фирмы? Дело в том, что как бы та контора, она есть, но она вообще не работает, у нее нет даже расчетного счета. Она вообще не работает. Ну, как она вообще не работает, если несколько лет назад вы отремонтировали капитально одно государственное учреждение? Спецмонтажстрой вы имеете в виду? Да. Сколько лет назад? Ну, я сейчас не могу сказать, но... Ну, этого не может быть, что столько лет назад я являюсь директором МУПа 3,5 года, и как бы Байкалбанк, если вам сказать, да, не существует уже лет 5-7, да, 5-6 лет, это 6 лет точно. То есть, соответственно, счет спецмонтажстроя находился в
смотрите, вы отремонтировали вот этот центр социальной поддержки населению больше 5 лет назад. Ну, конечно, конечно. Тогда вы не Я являлись это директором делаю. МУПа. Еще раз. Не являлись директором МУПа. Конечно, конечно. Хорошо, но тем не менее, по федеральному закону, когда вы занимаете должность директора муниципального унитарного предприятия, вы должны выходить из состава учредителей фирм и не являться директором фирмы и не быть индивидуальным предпринимателем. Вы этого не знали, когда устраивались на работу? Ну, нет, не знал. И когда вас принимали на работу, вам в администрации Кяхтинского района и в мэрии Кяхты никто ничего не сказал? Никто мне не пояснил. Угу. Но сейчас пришло представление прокуратуры на мэра Кяхты. Будете вы каким-то образом выходить из состава учредителей и закрывать эту фирму? Нет, я не буду выходить из состава учредителей. Уже администрация, пускай мэр тогда принимает, увольняет и все. А вот почему прокуратура та же самая или какие-то другие органы не проверяют соблюдение запретов и ограничений руководителей МУПов? Кто должен этим заниматься и проверять все это? Почему это ищут и находят журналисты? Ну, очень хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, что прежде всего этим должны заниматься администрации муниципалитетов, да, которые являются учредителями этих МУПов, когда они нанимают, собственно, данных сотрудников на работу. Да, потому что процесс приема на работу, он довольно серьезный, да, то есть они должны там, заполнить декларации о своих доходах, соответственно, показать, где они являются, какой у них есть бизнес, что есть у их родственников. И это в этом смысле очень большие именно вопросы к работодателю, да, скорее всего, к главам администрации, да, либо к их заместителям, те, кто принимал на работу. Почему для нас с вами важно, чтобы чиновники, которые управляют МУПами, параллельно не занимались бизнесом? Потому что это правонарушение по своему потенциалу может причинить не меньший ущерб бюджету и общественным интересам, чем взятка или подкуп. Это своего рода тоже торговля полномочиями. У чиновника, который руководит муниципальным унитарным предприятием и своей собственной фирмой, очень высок соблазн стать необъективным и заботиться не об общественных интересах, а о своих личных. В таком состоянии решения чиновника вряд ли будут выгодны обществу. Читайте и смотрите 7 на 7, подписывайтесь на наши соцсети, а еще отправляйте заявку на участие в школе районной антикоррупции. Там вас научат делать журналистские расследования и выводить нарушителей на чистую воду. Не забудьте сделать репост этого расследования и поставить нам лайк за кропотливую работу. До встречи!